Хотя ремонт в доме престарелых завершился еще 3 года назад, торжественное открытие с разрезанием красной ленточки состоялось на днях. Все это время руководство Камрата ждало приезда высокопоставленных гостей из Турции, встретив их хлебом с солью. В знак благодарности братскому турецкому народу дом престарелых по решению муниципального совета Камрата носит имя президента Турции Реджеп Таип Эрдогана. Турецкая делегация побывала и в доме престарелых, потому что считаю, что наш дом престарелых сегодня, Камрат, один из лучших в республике. И то, что назван Таип Реджеп Эрдоганом именем, это дает действительно надежду и возможность, что эта организация в дальнейшем также будет поддерживаться Турецкой республикой. В Камратском доме престарелых действительно созданы самые лучшие условия для проживания в нем пожилых людей. Постояльцы и руководство этого учреждения гордятся своим вторым домом. Нас посещали высокие гости здесь из Турции. Вице-премьер был у нас в Турции. Нас посетил первый заместитель президента Тики. Вот. И все они заметили, что мы, конечно, то, что было вложено сюда Республикой Турции и примарии муниципий Камрат, мы стараемся сберечь. Вот почти 3 года, но мы тут сохранили все. Все как должно быть тут. Выразила слова благодарности Турецкой республике за оказанную помощь Гагаузскому региону и министр иностранных дел Молдовы Наталья Герман. В интервью она отметила нашим журналистам, что в тесном сотрудничестве между Турцией и Молдовой мостом является именно Гагаузия. И Молдова очень ценит эти отношения. Мы чувствуем, что это мостик, который существует и который мы намерены развивать. Мы очень благодарны тоже турецкой стороне за то, что они это понимают и за то, что они целенаправленно помогают Гагаузскому региону и тем самым всей Республике Молдова, чтобы мы нормально, динамично развивались. Напомним, что дом престарелых в Камрате открылся еще в 2001 году, а капитальный ремонт в нем был сделан в 2012 году. Сегодня в этом учреждении проживают более 25 человек. Самому старшему из них около 90 лет.